В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 12 марта выборы в парламент Абхазии. Председатель ЦИК о готовности ко дню голосования. Планы по инвестпрограмме в Гудаутском районе. Специальный репортаж программы. Именем Таифа Аджба вручена государственная премия в области детской литературы. 12 марта в Абхазии пройдут выборы депутатов Народного собрания. Председатель ЦИК Томас Гогия заявляет о 90% готовности к проведению голосования. На сегодняшний день зарегистрировано 138 кандидатов в депутаты. Из них 25 от политических партий, 113 от инициативных групп. Официально сняли свои кандидатуры 5 человек. 2 не предоставили свои документы до регистрации. По словам Томаса Гогия, по всей стране были проведены информационные разъяснительные семинары для членов участковых и окружных комиссий, заготовлены и розданы соответствующие брошюры. Согласно закону, списки избирателей были обнародованы за 10 дней до выборов. В последний день перед выборами будут выданы бюллетени для голосования. Предварительное количество иностранных наблюдателей на парламентских выборах около 40 человек. Численность избирателей порядка 134 тысяч человек. Но это предварительная цифра. Списки избирателей пополняются вплоть до дня голосования. Позже пришла информация, что Центр избирком аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Тенгиза Агарба на основании поданного заявления. Таким образом, количество кандидатов в депутаты парламента Абхазии на сегодняшний день составляет 137 человек. В рамках российской инвестпрограммы за прошлый год в Гудаутском районе выполнено немало работ. В текущем году также много запланировано. О проблемах района и о планах рассказал глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария. Подробности в материале Ренаты Шакая. Визитная карточка Гудауты, универмаг Гунда, на пересечении проспекта Героев и улицы Ман. Живописное здание из красного кирпича, расположенное в самом центре города. Было построено в 1909 году. Сегодня ремонт крыши бывшего универмага и реставрация башенных часов на здании завершены. Также к завершению идет реставрация здания магазина «Детский мир». Все эти работы районная администрация проводит за свои средства. А вот что касается водопровода, в так называемом Замостянском крае, где уже много лет существует проблема с водой, то там полным ходом идет замена труб. В течение 2-3 месяцев работы будут завершены. 18 миллионов рублей было выделено по инвестиционной программе для решения проблемы с водой в этом районе. Здесь была всегда проблема, во все годы была проблема с питьевой водой. И вот, наконец-то, сегодня есть надежда, что эта проблема будет решена. Но здесь в связи с тем, что при производстве работ фирма Astoria Aquaservice столкнулась в связи с тем, что здесь рельеф местности очень сложный. И попадаются по всей трассе, по схеме вот этой вот утвержденной трассы, попадаются действующие коммуникации, которые очень трудно обходить, и в связи с этим продолжительность работ просто увеличивается по срокам. Помимо водопровода, по инвестиционной программе в Гудауте меняют лифты, 7 из них уже заменены. До конца этого года будут заменены 22 лифта. В инвестиционную программу также входит ремонт подвалов многоквартирных домов. Для того, чтобы подвальные помещения, канализация функционировала как положено, значит, предусмотрена была замена всех канализационных и водопроводных труб, которые пришли в негодность. Значит, все чугунные трубы канализационные были заменены на современные трубы пластиковые. Ремонтные работы на проселочных дорогах, замена водопроводных труб, закупка мусорных баков. Все это проводится в рамках инвестпрограммы. Кроме того, районная администрация планирует привести в порядок набережные парки. Все улицы, ведущие к морю, будут заасфальтированы. На улице имени Сосналиева никогда не было асфальта. Ее протяженность около 900 метров, ширина 5 метров. Сейчас здесь идут подготовительные работы, которые за 10-15 дней будут завершены. На ремонт выделено 4,5 миллиона рублей. Как и подвалы давно не ремонтировались много лет. Также у нас
И более 30 лет внутри дворовые дорожки, дороги, ведущие к домам, между домами не асфальтировались, не ремонтировались. В этом году мы предусматриваем при поступлении денег, это июнь-июль месяц, и так до конца года, я думаю, что мы 5-6 дворов заасфальтируем. Во многих селах Гудаутского района нет воды, даже где раньше был водопровод. Трубы вовремя не ремонтировались, что привело к коммуникации в негодность. Например, в селах Звандрипщ, Отхара, Куланарха, Колдахуара жители уже давно покупают воду, и они очень часто обращаются к руководству района за помощью. Руслан Ладария заверил, для решения этой проблемы будут приложены все усилия. Стоимость проекта по обеспечению водой вот этих вышеназванных сел – это около 140 миллионов, даже чуть больше. То есть это очень большие деньги и для нашего бюджета, и для страны. И вообще такого не было и в советское время, поэтому я знаю, какая ситуация в этих селах по воде. Она изменится буквально в течение года-полтора. Ну, в этом году начнутся эти работы по обеспечению города водой. Это будет труба идти самотечная, тоже очень большой проект. То есть я думаю, за год, за два мы и город, и район обеспечим водой. В общем, как отметил глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария, на средства местного бюджета в селах района сделано немало. Но есть проблемы, которые невозможно решить даже силами республиканского бюджета. Решить первостепенные задачи, а это в первую очередь водоснабжение и канализация, планируют с помощью инвестпрограммы. Уже сделаны проектно-сметные документы, которые прошли экспертизу и у нас в Абхазии, и в России. Масштабные работы по ремонту и замене трубопровода, насосных станций в городе и районе местные власти планируют завершить в течение 2 лет. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Гудауте продолжается ремонт 2 детских садов по улице Гагарина и Лакирбая. По словам начальника управления капитального строительства Беслана Агрба, при строительстве зданий в 2013 году были нарушены правила безопасности. К одному из детских садов и вовсе не были подведены коммуникации. Работы были возобновлены за счет средств из государственного бюджета. Объекты планируется сдать в эксплуатацию уже в сентябре 2017 года. Они не были запущены по нескольким причинам, так если можно сказать. Во-первых, они были не подсоединены к электросети. Не были подсоединены, вернее, к электросети. И второе, что они были построены с нарушением конструктива. То есть вместо железной арматуры была применена пластиковая арматура. И тогдашнее руководство УКСа написало уведомление, что приостановить работы в связи с ненадлежащим соблюдением правил строительства. Таких предупреждений было около 5. В итоге не обратили внимания сперва, потом, правда, приостановили строительство на некоторое время, но по каким-то причинам, неизвестным нам, строительство возобновилось. И здания были построены с этими же нарушениями. Еще одна там была загвоздка по Гагарина, садик не был подключен к водоснабжению. Сейчас вот своими силами мы заканчиваем эти работы по подаче воды. И вот такие вот нарушения. Естественно, учитывая, что это именно детские сады или какое-то другое сооружение, так вот экспериментировать, наверное, было нельзя. Но подрядчик совершил ряд таких ошибок, в связи с чем и вот сегодня до сих пор эти садики не запущены. Сегодня в Кабинете министров прошло заседание Государственной комиссии по проведению юбилейных мероприятий под председательством премьер-министра Беслана Барцец, на котором обсудили и утвердили проект мероприятий, приуроченных к столетию народного поэта Абхазии, лауреата Государственной премии имени Гулия, кавалера ордена Ахидз Апша первой степени, академика Баграта Шенкуба.
Беслан Барциц проинформировал о запланированных проектах. Согласно решению правительства, Дому-музею имени Шинкуба в селе Чилоу Ачимчирского района присвоен статус государственного музея. Здесь запланировано провести ряд мероприятий в честь поэта. Также в планах создания цикла документальных телефильмов, посвященных творчеству Баграта Шинкуба, проведение 12 мая в Сухуме тематической фотовыставки. Генеральный директор АГТРК Тали Джапо проинформировала о проектах абхазского телевидения. 250 человек из разных регионов страны по очереди будут читать роман Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Съемки уже начались. Трансляция передачи планируется ко дню рождения поэта, а затем в развернутом виде весь цикл будет показан зрителям в течение года. Также планируется создать видеоклипы по мотивам стихотворений Баграта Шинкуба. Как сообщил министр образования и науки Атгур Какоба, министерство поэтапно проводит юбилейные мероприятия. Это и открытые уроки, и мастер-классы во всех подведомственных учебных учреждениях. На днях запускается республиканский конкурс по произведениям Баграта Шинкуба под названием «Проба пера». Затем конкурс художественного прочтения поэм Шинкуба. В мае этого года запланирована учительская конференция, посвященная творчеству Баграта Шинкуба. Как было отмечено на заседании Госкомиссии, юбилей народного поэта Абхазии будут отмечать и за рубежом. Сегодня в Государственном музее боевой славы имени Ардзинба состоялась торжественная церемония вручения премии имени Таифа Ачба. Государственная литературная премия имени Таифа Ачба за вклад в развитие детской и юношеской литературы была учреждена Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия в день рождения поэта 11 марта 2016 года по инициативе абхазских писателей. В этом же году был объявлен конкурс на лучшую работу в 3 номинациях – поэзии, прозе и драматургии. Премия была вручена Анатолию Лагула за сборник детских рассказов и Валерию Касландзе за детские стихи «Анча Кунча» и «Храбрый заяц». Премия имени Таифа Ачба в этом году вручается впервые, поэтому рассматривались произведения, написанные в течение 20 лет. Начиная с этого года премии будут удостаиваться новые произведения для детей. На самом деле создание такой премии – это очень нужный своевременный импульс для развития литературы, вообще в целом абхазской литературы. И была создана комиссия, которая состоит из известных в Абхазии людей, писателей, преподавателей, знатоков литературы, которая практически в течение целого года изучала все, заявки, которые поступали в премию. И, конечно, это всегда очень сложно выбрать самое лучшее. Но в этом году, допустим, осталась неосвоена номинация «Драматургия». Но мы очень рады, что по поэзии и прозе были определены лучшие места. С 1 марта текущего года выдача рабочих виз иностранным гражданам осуществляется в Государственной миграционной службе Абхазии. Иностранные граждане, въезжающие в нашу республику с целью осуществления трудовой деятельности, ранее получали рабочую визу в Министерстве иностранных дел. Но руководство Государственной миграционной службы решило упростить этот процесс. На сегодняшний день все подготовительные работы уже завершены. Хотелось бы отметить, что в нашу страну для осуществления трудовой деятельности приезжают иностранные граждане из России, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии. Есть даже представители Китайской Народной Республики, Кореи и других стран. Все они должны получить документ, подтверждающий право на осуществление трудовой деятельности. Это очень удобно для иностранного гражданина, потому что он в миграционной службе и визу получит, и в дальнейшем подаст весь пакет документов для получения разрешения на работу. То есть это создает удобство в одном здании, в одной службе, все это будет выдаваться. На канале АГТРК завершаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания. Прямой эфир абхазского телевидения сегодня предоставляется кандидатам от Сухумского избирательного округа номер 5 и Пшапского округа номер 24. МЧС Абхазии сообщает о резком увеличении числа случаев санитарного поджога сухой травы с целью очистки сельхозугодий.
За последние сутки ситуация с неконтролируемым распространением огня резко ухудшилась. Пламя зачастую угрожает жилым домам и постройкам. Спасательное ведомство страны убедительно просит население республики не заниматься самовольным палом травы. Ввиду сложившейся ситуации резко возросло число обращений к пожарным. За последние сутки пожарные ликвидировали более 50 очагов возгорания. Однако успеть на все вызовы из-за их большого количества не представляется возможным. МЧС Абхазии еще раз обращается к населению с призывом не заниматься самовольным поджогом сухостоя, что чревато непредсказуемыми последствиями. И о погоде. В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха ночью плюс 6-8, днем плюс 13-16 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.